фаза, которая должна поступить со стояка на счетчик, он отведен в сторону, то есть подключен через автомат. Фаза и ноль. Счетчик не потребляет сейчас в данное время электроэнергию. Отсутствие пломбы на приборах учета электроэнергии, а порой и сломанные счетчики свидетельствуют о несанкционированном подключении к электросетям. В новом районе столицы таких примеров множество. Как правило, незаконное подключение к электросетям осуществляют злостные неплательщики. Сумма задолженности у некоторых доходит до 30 тысяч рублей. А это значит, как минимум около 5 лет они не платили за электричество. А потом, когда приходят электрики и отключают свет, жильцы удивляются и даже возмущаются, как такое может произойти. Такие визиты специалистов они воспринимают, мягко говоря, с раздражением. Но кто в этом виноват? Снимай меня, я тебя прошу, пожалуйста. Это идет к соседу вашему. Какая разница, он придет, то же самое сделает опять. Я знаю же это. Полного района на счетчиках, среди полного района непонятно чем занимаются. Никто не будет, именно вот это приходят, даже телевидение подвалит. После того, как у неплательщиков отключают свет, они начинают искать, по их мнению, наиболее оптимальный выход из сложившейся ситуации. Однако при несанкционированном подключении сумма задолженности также продолжает расти. Согласно правилам временного пользования электроэнергией, у нас есть право осуществить начисление по установленной мощности на этом объекте. Так как учет после установки перемычки, учет он был нарушен, и мы имеем право посчитать по установленной мощности. Это что значит? Это значит, что максимальная возможная сумма, которую они могли потребить за этот период, она может у них образоваться в качестве задолженности. Поэтому я не рекомендую во избежание в дальнейшем недопониманий пользоваться гражданам, не рекомендую пользоваться этим методом. Я понимаю, что, может быть, на каком-то этапе это кажется легко, быстро прийти подключить, но я вас уверяю в том, что самый лучший путь – это явиться в энергосбыт Черноморэнерго, и если нет возможности, осуществить хотя бы частичную оплату электроэнергии. Прежде чем пойти на такие крайние меры, специалисты Черноморэнерго неоднократно предупреждают неплательщиков о необходимости погасить задолженность. Останавливают же подачу электроэнергии в случае, когда сумма задолженности превышает 5000 рублей. К сожалению, и отключив, они не обращаются к нам, не погашают задолженность хоть частично. И сами лезут, срывают пломбу и соединяют счетчик напрямую. Мы это обнаруживаем, там мы на компьютере обнаруживаем, и на второй день приходим, опять мы восстанавливаем схему, опять они, этот процесс продолжается многократно. К сожалению, это одни и те же абоненты так себя ведут. При этом динамика платежей за электроэнергию среди юридических лиц на сегодняшний день намного улучшилась и составляет 90%. С физическими лицами по-прежнему сложно. Только 39% населения регулярно платят за электричество. Многие граждане на сегодняшний день пользуются льготами по оплате за электроэнергию. Однако их необходимо пересмотреть в пользу многодетных семей и инвалидов первой группы, а не сотрудников государственных ведомств и учреждений, считает Инал Лазба. Соответствующее предложение уже представлено в парламент республики. Надеюсь, что в ближайшее время парламент отреагирует на наши обращения по этому поводу. Но в то же время есть и другая категория граждан, которая сегодня может себе позволить пользоваться интернетом дома, пользоваться мобильным телефоном, но в то же время вопрос оплаты за электроэнергию откладывать куда-то там в долгий ящик или на второй план. То есть нет регулярности в оплате. Из-за того, что нет регулярности в оплате, скапливаются долги. Если бы человек ежемесячно оплатил бы, то это выходило бы в районе 400, 500, может 600 рублей в месяц. Это подъемная сумма для большинства жителей Сухума. Контрольно-рейдовые мероприятия с целью улучшения оплаты за электричество филиал Энергосбыт Черноморэнерго будет продолжать по всей республике. При этом специалисты не устают повторять. Только своевременная оплата за электричество способна решить многие проблемы в энергетике. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.